В Шаньках заключен культурный код коми-народа. Семейные рецепты передаются из поколения в поколение. Кто-то делает ржаные лепешки с картофелем, кто-то с брусникой, а кто-то и вовсе с крупой. Шаньга-фест как раз о сохранении традиций финно-угорской кухни. В этом году гостей фестиваля удивляют настоящие шефы. Они обещают добавить изысков в простую коми-кухню. А вы не забывайте слова известной коми-песни: «Кто шаньги не ел, тот сил не имел. У меня шаньга с брусникой». Обещанное погружение в калейдоскоп гастрономических вкусов состоялось. Первая на очереди – коми-кухня. Сплелось все – традиции коми-блюда, мифы и легенды коми-края, песни и танцы. Фестиваль, который любят и ждут, вернул своих гостей на несколько сотен лет назад. Здесь, во-первых, очень вкусно. Вот все блюда, которые мы попробовали, они настолько изысканные, настолько неповторимые. И в каждом блюде какая-то особенная изюминка. Очень понравилась разнообразная икра. Значит, икра из белой рыбы, икра грибная, икра из оленины. Все было очень великолепно, очень вкусно. Очень интересная подача. Удивительные, казалось бы, удивительные продукты, но вот именно с какой любовью было это все подано, это просто восхитительно. На самом деле убеждаюсь, что вкуснее той кухни того места, того региона, где ты находишься, где ты живешь, нет ничего. Потому что здесь в грибах, в картофеле ты же чувствуешь нашу землю, воздух, нашу воду, нашу атмосферу. Очень здорово. Я, честно, получаю удовольствие. Самое главное, еще эстетическое. Это очень важно для меня. За вечер 5 перемен блюд: грибная икра, паштет из оленины, запеченный картофель с грибами в сливочном соусе, стейки из оленины с крыжовником и даже живая вода. А главное блюдо вечера коми национальной кухни – семга по коми. Из ингредиентов – печорская семга, домашние сливки и овощи прямо с ипских грядок. И, конечно, мастер-класс по приготовлению рыбы от шеф-повара. Можно есть сливки. Если деревенское молоко, в принципе, сливки не обязательно. Чем жирнее, тем вкуснее. Известный шеф, почетный гость фестиваля Илья Лазарсон готовить коми-национальную кухню пока не рискнул. Говорит, приехал сюда, чтобы перенять знания местных умельцев. Коми-кухня восхитила его не только вкусом, но и своей простотой. В нашей стране происходит одна очень приятная для меня вещь. Это повышение национального самосознания. Благодаря тому, что у нас действительно пошли в рост местные продукты, у нас пошли расти местные производители. Ведь надо есть свое. Зачем мы едим суши и пиццу? Это можно есть раз в месяц. Но это не наша еда. Мы не заболеем, если мы будем есть суши и пиццу. Но мы теряем ощущение как раз национальным самосознанием. Потому что еда – это очень эффективный способ дать человеку понять и вспомнить, кто он такой. Некоторые гости ужина пришли, что называется, со своим. Евгений Вишнев, фанат Лазарсона, решил удивить своего кумира. Принес для него банку маринованных белых грибов, морожку в сахаре и, конечно, оленину. Илья Лазарсон, он помог мне по-новому взглянуть на принципы приготовления. И принципы Лазарсона, есть такая тема программы у Ильи, она помогает не просто научиться готовить, а понять, почему так или иначе это блюдо приготавливается. Фестиваль только начался, а значит, впереди все самое интересное. Еще будут дни ижорской, удмуртской, карельской, марийской и финской кухни. И погружение в культуру и традиции регионов-участников через костюмы, песни и танцы. Билеты можно приобрести в кассах финно-угорского этнопарка и в ресторанах-участниках. Дарья Вологжанина, Елена Красильникова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.